Bonjour Бахтияр. Вы нам объяснили, как вас зовут? Bonjour, месье. Вы, На французском, на на русском можно русском? сказать, да, можно. Меня зовут Бахтияр, я из этого города. Фамилия какая? Бахтияр Шукабаев. Enchanté. Enchanté. И вы только что вернулись с Искемена. Да, я вернулся с Усть-Каменогорска, Усть-Камена. Я там работал 1,5 года на заводе. Ага, В данный момент я пытаюсь найти работу здесь по специальности. ага. И вы где родились? Я родился здесь, в Целинограде, в Ага. 1985 году, и на моих глазах этот город менял название 4 раза, поэтому я Ага. не знаю, как себя называть, кто я. Мы просто жители этого Но города. тогда назвался Целиноград. Тарас, Целиноград, Акмола. Я помню, даже в школе мы когда учились по тетради, и там каждый раз зачеркивали новый город, название мы меняли. Приходилось менять школа, лицей номер 15 и меняли город. Мы не знаем, почему так происходит. Хорошо, и после этого где учились? Здесь? Я учился в Америке, в США, в Да? штате Пенсильвания, по Балашаку, Ага, программа Балашак, по Ага. специальности атомная промышленность. Я ага, там отучился, закончил, переехал сюда, поработал в Назарбаев университете, преподавал Ага. физику. ага, И я мечтал, что я как инженер-ядерщик, Ага. нуклеер, я думал, наверное, будет здорово, если я поеду в ту страну, где больше всего развита атомная промышленность, ага, атомная энергетика. ага. И это оказалась Франция, там Да? 77%, да. На тот момент я не знал французский язык, поэтому мне пришлось попросить маму, чтобы мы поехали вместе, Мгм. потому что там уже сестренка, мы ее навестили, и как раз мне понравился Париж, Ага. мы были в Нанте, нас встретила Фами Дакёй, нас Ага. очень было приятно, что нас... В каком году? Это был 14-й год, Ага. то есть 5 лет назад. И Фами Дакёй нас так очень гостеприимно встретили, мне так понравилось, что настолько добрые люди, я думал, наверное, здорово выучить французский, потому что мне было неудобно, что я не смог с ними говорить, я не понимал, о чем, я только знал «бонжур», «жампель», и вот, в принципе, все. Я приехал сюда, я поставил себе цель закончить университет во Франции, поступить туда, но для этого нужно было выучить французский язык. И вот я готовился, узнал, что в Альянс Францесс есть курсы, записался, готовился к ТСФ, но тот балл, который я не набрал, не хватило. Я набрал на уровень B1. Это было 315 баллов примерно. Это очень мало. И на тот момент, когда была стипендия, называлась она стипендия французского правительства, Ага. если помните, она была до Да. Абавиан. И я помню, когда 3 жюри меня спросили, а почему у вас такой низкий балл? Потому что есть кандидат, который много выше вас. Я говорю, ну видите, я начал заниматься французским 5 месяцев до этого. То есть у меня было только 5 месяцев. За 5 месяцев я выучил на этом уровне. То есть если у меня будет еще один шанс, я обязательно его выучу намного лучше. И, видимо, я как-то смог убедить жюри, и они дали мне возможность. Я так обрадовался, что выбрали 5 человек, которые поедут на обучение во Франции, мне дали стипендию. Я поступил в университет в Нормандии, город Кан, NC Кан. Кан, да. Мне там очень понравилось, но было очень холодно, правда, ветрено. Ну, и Да? Там что я было осенью, Там очень холодно. мне было очень холодно. Человек из Целинограда. Да, видимо, там Говорит. почему-то я отвык. Это что Очень странно. ветрено, да. Но мне понравилась история, и вот Ага. мемориал Декан, я был в этих Ну да, местах. Вторая мировая война, Да, вот да, оставили да. вот свои Усть-Кахан. следы там. Вот, Очень, я очень люблю историю, поэтому для меня это было красиво. Мгм. И вот я там учился на магистратуре, потом это первый год, второй год я заканчивал в Нанте, École de Mines de Это Nantes. другой город, это другой регион. другая сторона, вот Да, океан. другой язык, да, такая, скажем. Ветер есть. Там нет, там было тепло. Не так холодно, да? Теплее. Теплее, да. Там очень другая культура, там Жюль Верн, там ouais. вот это L'Île de Том Machine, Жюль Верн, там. да, дом Жюль Верна, там вот L'Île de Machine, Éléphant. Oui, c'est super. Супер. Non, c'est super. Non, супер. Это город фактически, где установились части нашего Министерства иностранных дел. То есть, большая часть администрации министерства там находится, то есть люди, которые занимаются менеджментом нашего министерства. Там работают. Я не знал, но город очень историей. Очень богатый, приятный да. город. Да. В общем, я не знал, что рядом с... Вы знаете, Люи де Фюнес, который я любил в детстве смотреть комедии, что последние дни жизни он провел там, в городе Нанте. И в целом город очень красивый, мне очень понравился. Богатый. Но его музей переместили. Он сейчас находится на Лазурном берегу. Даже. Сан-Тропе, возле Сан-Тропе, из-за жандармов. Жандарм. Может быть, да. Но Сан-Тропе Нет, это тоже. не может быть, это именно поэтому, да. А. Это его дочь или внучка организовала музей там. Замечательно. Это очень символично, что он там оказался. Вот, и после, вы знаете, французское образование требует, чтобы вы получили стаж. Нужно будет искать стаж, искать место работы. Это очень сложно, особенно для студентов-иностранцев, которые
Не знаю почему, вот именно на моей специальности атомная промышленность была сложно. Не так много компаний, там только Фраматон или Арева на тот период, и вот CUA. Выбор небольшой. И мне повезло, что мне пришло предложение CUA Маркуль. Это CUA на юге Франции. Комиссариат à l'énergie atomique. И Energy Renewable, да? Сейчас, да. Сейчас, да. Очень мне понравилось, потому что я поехал на юг, поехал в Авиньон. Очень красивый город, старый, такой уютный. Вы жили в Авиньоне? Я жил в Авиньоне. Интрамюрос, прям внутри. В какой части города? Интрамюрос, это прям центр да, старого я города. Я там вырос. Да вы что? Окей. Ля Рошель, нет, сейчас скажу название. Улица какая? Он рядом с Портьер, может, это Сюд. Ла Портьер. Ла Портьер, да, рядом там. Возле Портьер? Да. Интересно. Руки. Современные здания или старые? Нет, старое, очень старое. Старое здание? Да. Ой. Но это мне понравилось. Другая совсем культура Франции. Это колокасьон, огромный дом. Там такая мадам, которая владела этим домом. А на верхних этажах жили мы, студенты. Это юг Франции, да? Это юг Франции, да. Там были все студенты из разных городов. Даже были с НАТО. Я очень рад, что ребята там... Все французы, я только один иностранец. Это колокасьон, у всех своя комната, но при этом у нас большая терраса, каждый что-то готовил, приносили вино, там придем, и начали там разговаривать, шутить, смеяться. Я рассказал про свою культуру, про Казахстан, они говорили про Францию, говорили всякие шутки. И это мне очень понравилось, что там настолько они были открыты, и я заметил разницу между югом и севером. Французы отличаются. На юге более... В чем отличаются? Они более идут легкий на контакт. Они приветливы. Ух ты, привет, ты из Китая? Ой, нет, ты с Азии, наверное, нет? Я говорю, нет, je te donne 5 réponses. Я называю все страны, там, Юго-Восточная Азия, Сюд-Эст, что-то еще, Вьетнам, Камбоджи, нет, и там еще. Я говорю, нет, ты проиграл, я из Казахстана. Он говорит, Казахстана? Ну ты не похож на Винокурова. Такая шутка. То есть ассоциация Марсель, Тур де Франс, что, видимо, казахи так были, как Винокуров, мне очень понравилось. Очень юмористичные люди, очень смешные, особенно с Марселя, с юга. Мои коллеги, когда мы сидели с ними на обеде, спрашивают, est-ce que vous avez Blablacar au Kazakhstan? Je dis non, pourquoi? Peut-être vous avez Blabla Cheval au Казахстане. Мне было смешно, потому что казалось, что с Караганды до Астаны с кем-то на лошади ехать. Это очень... Они любили меня подшучивать. Надо объяснить, что такое Блаблакар. Да, Блаблакар. Объясните для слушателей. Блаблакар — это очень уникальная вещь. Мне кажется, это началось во Франции. Это такой стартап из Франции. Стартап из Франции. Не скупились даже. Но мне кажется, причина в том, что во Франции очень дорогие дороги. То есть, если ехать куда-то, нужно платить пеш, нужно заплатить. И чтобы сэкономить на затратах на транспортировке, на дороге, поэтому люди с пустыми машинами пытаются подсаживать себе других пассажиров. Разных пассажиров, которые могут заплатить за проезд, но при этом потратить деньги на затрат на бензин и на... Очень интересно, при этом можно познакомиться, поговорить. Это приложение. Это приложение можно скачать на сайте, туда нужно ввести банковскую карточку и желательно свое ID, то есть удостоверение, что вы человек. У каждого человека есть свой рейтинг, то есть можно... Водитель может принять, либо не принять. Состоит от того, насколько у тебя рейтинг, насколько ты общительный, насколько ты приветливый. У меня был высокий рейтинг, мне очень повезло, потому что у меня была такая общительная, натура. Вас все приняли, да? Да, меня приняли, да. Был такой случай интересный, когда я ехал в Париж, это было еще в 2015 году, в ноябре, до случаев в Батаклане. В 2015 году. Да, мне повезло, что я был раньше на одну неделю. В тех же местах я был. Но за неделю до этого я поехал в Париж, и еду в машине. Едет какой-то месье, видимо, Северной Африки, Магреб, видимо, впереди какой-то азиат, и едет два мужчины, черный мужчина и черная женщина. И когда мы начинаем там сейчас знакомиться, они говорят, ты откуда? Я говорю, с Казахстана. Quelle langue vous parlez? Je parle russe. Он говорит, русский? И тут парень азиат подворачивается и говорит, я тоже поговорю по-русски. Я говорю, а вы кто? Я, говорит, с Монголии. Ох, тебе интересно. И тут мужчина сзади, черный, сидит, говорит, я тоже говорю по-русски. Я говорю, ну почему? У меня жена русская. То есть настолько я не ждал, но во Франции такой микс, столько все смешано. Это Франция. Да, и вот мы ехали в машине в разных культурных национальностях, но при этом они говорили на русском, мне было немного с ним интересно пообщаться. И водитель, видимо, араб, удивился, что здесь происходит. На каком языке они говорят? Мне было очень приятно, понравилось. Да и вообще юмор, люди на юге особенно очень такие юмористичные, смешные. Тоже, если лично рассказывать, история была, когда, может быть, знаете, когда люди путешествуют часто, постоянно, они видят разный мир, менталитет меняется, при этом они, когда возвращаются домой в Казахстан, как нам тяжело немного найти общий интерес с своими ровесниками.
И мой коллега спрашивает, а почему тебе уже скоро 30 лет будет, Бахтияр? Ну, 28, ты до сих пор без девушки. Я говорю, ну, видимо, я пока не встретил ее, мне тяжело найти. Говорит, наверное, тебе нужно найти девушку, которая старше тебя, тогда будет тебе проще. Я говорю, ну, наверное, тогда я буду президентом. И буду партия Казахстан en marche. Но они засмеялись, конечно, был такой юмор, да, этот говорит, ах ты, Бахтияр. То есть умение найти такой правильный ответ смешной. Хорошо. Да. Вам во Франции что наибольше понравилось? Мне понравилось много фактов. Мне нравится кулинария, мне понравились люди, которые знают несколько языков. Мне понравилась история, очень богатая. Там много разных, скажем, народов. Галуа, баски, норманы, да, бретонцы, провансальцы. Мне кажется, вот это все такое интересное содержание и очень разная культура зданий, архитектура, культура. Все мне очень понравилось. А сейчас нужно после того, как вернулись, вот как вам мороз? Тяжело. Вы смотрели? Тяжело? Вы смотрели «Биenvenue в Шти»? Может быть. Вы смотрели фильм «Биenvenue в Шти», да? Да, да. И это было в Провансе, когда я заканчивал свою стажировку, Ага. и я должен ехать в университет Нант, чтобы защититься. Ага. Я смотрю погоду у себя в Авиньоне, там плюс 5, я говорю, о, хорошо. Смотрю погоду в Париже, там минус 2, минус 1, там, мне уже вот так холодно. Я смотрю погоду в Астане, там минус 25, минус 30, я такой, нет, я не хочу. У меня уже билет на руках, но я не хочу возвращаться. Там холодно, и поэтому я так вот решил, что, наверное, все-таки тяжело. Ну, постепенно привыкаешь. Все-таки холодно. Обязательно, что поделаешь? Вы тоже привыкли, Есть да? выбор? Хорошо. Вы привыкли? Ну да, я считаю, что в этом году довольно странно, потому что погода, извините, не слишком обычная. А вы слушаете казахстанские радио? Да, я слушаю казахстанские подкасты больше. Подкасты? Подкаст, на казахском языке, которые говорят очень интересные полезные истории, вещи, мотивацию и очень красивый казахский литературный язык. Вот самое интересное, что до Франции я не очень плохо говорил на казахском языке, Да. но вот после как я приехал в Францию, мне понравился интерес, мне понравилась культура, и казахский язык и французский, они очень похожи по звучанию, и мне очень понравилась красота. И когда во Франции их спрашивают, а кто откуда? Он говорит, с Казахстана. И на каком языке вы говорите? Я говорю, ну, на казахском. Ну, скажите мне на казахском такое слово. И я такой, я вот это слово не знаю. И мне немного стыдно, что, видимо, вот моя идентичность моя. Наверное, что лучше правильно быть на казахский язык. И вот поэтому после того, как я приехал в Францию, у меня прям была мотивация выучить казахский язык. То есть знание французского дает тебе мотивацию изучать еще и свой родной язык. Да? Интересно. Потому что это именно то, что я думаю вот о Франции, что у нас такой, скажем так, лингвистический патриотизм, что мы заставляем других думать о своей идентичности, потому что мы все время думаем о том, как надо каждую идентичность сохранить и не просто забываться и растеряться. Вот поэтому у меня было... Смесь английского языка, то есть я считаю, что это самый ад. Но это какие радио, которые делают эти подкасты? Мне интересно. Тамаша жил, например. Тамаша? Тамаша жил. И там есть подкасты на казахском языке? Это просто название подкаста. Это девушка Талшин. Она из Алматы. И она ведет подкаст на казахском. Она просто привезла микрофон и специально говорит... А вы мне отправьте связь, да? Обязательно, я вам скину. Очень полезно. Спасибо. Очень красивый казахский литературный язык. Адиби казах тілі. Ну, когда эта женщина говорит, это всегда очень... любой язык. Да? Да. Я влюбился именно вот в шведский язык. Когда мне было 25, я впервые посмотрел фильмы Ингмара Бергмана. И в его фильмах, потому что он был вот такой извращенец, он имел столько любовниц, что... Потому что он был вот такой привлекательный интеллигент, который просто не хотел остановиться на одну. И он имел такую любовь к женщинам, что он всегда их представлял вот таким образом, что это, я не знаю, как вам описывать, надо слушать вот его фильмы. И там голос женщин
на шведском языке вот придают языку вот такую красоту, что это обязательно вы будете влюбиться. Но это действительно так. И я считаю, что когда-то даже если язык чуть-чуть строгий или сложный по произношению, вот когда ты женщина произносит, это всегда вот красиво. Согласен. Ваши пожелания слушателям Business FM? Продолжайте, что вы делаете, любите, что вы делаете, и наслаждайтесь жизнью. Мне очень нравится подход французов, это наслаждаться жизнью. Да, наслаждаться жизнью, да. Savoir-faire, да, и как там дальше? Savoir-vivre. Savoir-vivre, oui, exact. У нас есть опросник Пруст, вы знаете? Знаете? О, да, смысл, да. Вы прочитали? Я не читал, но я слышал метод вопросов. Да. Okay. Этот опросник мы чуть-чуть адаптировали, вот как опросник Абая. Это c'est une imposture, mais c'est pas grave. Да, Alors, ваша самая характерная черта? Общение, коммуникабельность. Ага, да, могу представить. Вот он так много говорил уже сегодня. Качества, которые вы больше всего цените в мужчине? Ответственность. Ответственность? Как вы определяете ответственность? Ответственность за себя, за своих близких, родных, за свою родную землю, за окружающую среду. И понимать, какие возможные риски, и делать все, что всем было приятно. Было благоприятно для всех. В женщине? Ум. Ум? И ум как определяется? По общению, интересу. Насколько она любознательная, насколько она с пониманием тебя слушает или с пониманием говорит. То есть я очень ценю девушек, умных девушек, которые начитанные, которые знают, что говорят, с которыми приятно поговорить, с которыми могут тебя поддержать. Мне кажется, вы понимаете меня. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Друзей немного, но мне нравится их поддержка и юмор. Ну, настоящих друзей в общем мало есть. Есть статистика о том, что обычно у каждого человека есть реальных друзей 10 максимум. Максимум, да. То есть это факт жизни. Когда называете друзей вот людей, которые вот так намного... Товарищи, знакомые, да? Это просто знакомые, да, это не дружба. Что является вашим главным недостатком? Наверное, лень и желание. Я очень себя жалею часто. Если иду в спортзал, я побегаю, говорю, нет, я, наверное, устал. Если я сегодня пожалею, я могу уйти. Вот лень, не знаю. Ну да. Может быть, вы знаете, это также качество. Качество? Лень, да. У нас есть писатель, который написал, вот, я не помню точно, если это в начале, да, или в 30-х годах прошлого века, написал «Éloge de la paresse». То есть, как называется, «Éloge», хваление лени. Ода лени, наверное, да? Это элёж, это больше как вот какие качества есть у лени. И очень интересно, потому что надо почитать. Это связано с тем, что у нас вот старая цивилизация, например, во время римлян, лень это было фактически качество того человека, который принадлежит аристократии и который не должен работать, не должен трудиться для других. То есть отдых. На самом деле, это фактически привилегия аристократии. Ваше любимое место во Франции? Прованс. В общем. Прованс. Даже я даже вспоминаю, мне даже так тепло здесь, когда я вспоминаю Прованс. Я помню, когда я уезжал с Прованса, я прям плакал 2 дня, потому что я настолько привык к людям, к открытости. Даже идешь на рынок, базар, они такие все приветствуют, ты там заходи. То есть очень приветливые люди. Я даже помню, когда ехал в метро, ТЖВ, Авиньон, Je passe Valence, Лион, Пари. Я вижу, что люди начинают меняться. То есть люди такие приветливые, общительные, потом после Лиона они уже такие заходят серьезные, начинают с книгами, с газетами читают. Париж вообще никто не разговаривает с телефоном. А в Авиньоне там, привет, расскажи себе, как ты там. Вы знаете, что именно Прованс, почему так называется? Вы знаете, почему? Это римская провинция была?
Да, провинция, провинция на Да. латинском. То есть это фактически первая колония римлян. То есть это первая колония даже вот во время, как называется, финикий? Фонетийцы, да? Нет, les Phéniciens. Финисианы. Вы знаете, это жители Ливана. Ливан? Жители вот Финикиян, да. современного Ливана, как говорится на русском. Финикиян. Финикийцы. Финикийцы. Вот это финикийцы основали Марсель, основали главные. То есть это люди из Востока, которые основывали вот наши города на Я думал, юге Франции. это из Греции, северная часть Греции. Но после этого греки приехали, поплавали до нас, и затем римляне. То есть то, что вы замечаете вот на юг Франции, это фактически вот долгое влияние людей из Востока и с юга. То есть это наша цивилизация, это, скажем так, римская цивилизация, греческая цивилизация или финикийская, как Финикийская. финикийская цивилизация, скажем так. То есть Ливан. Да, ну, представьте, Восток. откуда мы взялись, вот французы. Массилия, да. Массилия. Откуда мы взялись? Мы просто со всего мира и уже давно. Какова ваша мечта о счастье? C'est une bonne question. Жить счастливо с собой, в первую очередь, своими родными, близкими, друзьями, жить в мире, заниматься любимым делом, найти свое призвание в жизни. А вы нашли? Наверное, я в поисках. Я пытаюсь. Я не Еще знаю, в поисках? Да, видимо, я в поисках. Я не могу сказать, что я любил заниматься быть инженером, может быть, что-то еще. В данный момент я вот ищу. Я очень хочу найти свое счастье, свое призвание. Я очень завидую тем, кто уже нашел. Я когда видел людей, которые во Франции занимались изготовлением бoulangerie, делают багеты, и это им нравится, или там в ресторане, который разговаривает со всеми клиентами, приходи, там даже продавец на рынке, он любит общаться с людьми, он продает, он торгуется, вот у него много друзей. Вот это видишь люди, которые имеют свой пассион. Вот мне очень понравится. Это, может, икигай называется на японском, да? Наверное, слышали? Икигай. Нет, не это знаю. Как кайдзен, и вот икигай — это умение жить счастливо. Я очень хочу свое призвание, я очень хочу, чтобы это так было. И жить в будущем счастливо, быть полезным обществу и окружающей среде. То есть защищать природу, оставить ее для других. Но защищать природу это сейчас это наш общий долг. Это наш долг, да. Это кошмар, что готовится для нас. Что вы считаете самым большим несчастьем? Несчастьем в жизни или в общем? Потеря близких, наверное, не знаю. Потеря близких, наверное. Тех, кого ты действительно любишь и кого чувствуешь. Каким вы хотели бы быть? Я очень хотел бы быть успешным, полезным обществу, полезным окружающей среде, полезен всем людям, демократии, защите прав и чтобы было как можно избегать других конфликтов, войн, и чтобы все были достатки, всем было хорошо. Быть успешным. А в какой стране вам хотелось бы жить? Я очень хотел остаться жить в своей стране, в Казахстане. Я очень ее люблю. Я желаю только всего самого хорошего и буду стараться делать все возможное, чтобы мои дети жили счастливо в этой стране, но при этом они еще и были возможность путешествовать по всему миру, смотреть те же места в Европе, в Франции, в Африке. То есть я очень хочу, чтобы мои граждане Казахстана имели больше возможностей путешествовать, потому что у нас страна немного закрыта. Только на поезде, потому что на самолете это опасно для природы. Да, на поезде, Блаблакар. Именно, можно поговорить, да? Потому что Блаблакар это также способ уменьшить сбросов, то есть газов. Или пересесть на электромобиль и газ. Ваш любимый цвет? Синий, голубой. Да, вы знаете что? Это вы европеец, потому что это самый любимый цвет всех европейцев. Европейский Союз? Да, почти 60% европейцев так отвечают.
Это у нас есть история, я буду рассказать об этом Расскажи. в программе дальше, но это очень интересно. Интересно. Вы европеец. Спасибо. Ваш любимый цветок? Цветок, тюльпан. О, Нет. казахский. Вдруг. Казахский перец. Ваша любимая птица? Птица. Мне нравится колибри. Почему? То, что она маленькая, но при этом она умудряется жить, работать при этом очень сильно, очень усердно, но при этом, видимо, свободно перемещается в воздухе, да, то есть она работает усиленно, если с такими темпами, с такой нагрузкой было бы тяжело, но при этом она еще и летает и свободно ест нектар, там. Мне нравится красиво смотреть, как она плавно летит, это очень красиво, очень грациозно, движение птицы, да, очень мне это нравится. Ваше любимое французское блюдо? Очень много, но мне очень понравилась кухня а-ля Баскес. Вот, от Куис. Ну, объясните, где-то. Ле Пей Баск находится на юго-западе, Да. ближе с границей с Испанией. Там есть города Байон, Биарриц. Я там ни разу не был, но Не были там? Я там ни разу не был, но не повезло поесть от Куис де Пуле а-ля Баскес. Это было очень вкусно, я не понял, ну что такое вкусно может? Это курица просто, но она с овощами, с помидорами, с соусом. Очень было красиво, очень вкусно. Потом как-то мне поел сыр, когда на десерт, и тоже оказался баскесский. Это был осо и рати. Может, вы слышали? Да, это очень, очень известный сыр. Очень вкусно. Я такой, ого, какой вкусный. У нас больше 400, но... Да, но вот именно есть вот этот. осо и рати, который мне понравился очень сильно. Я не знаю, я хочу побывать, может, вот второй шанс, я с удовольствием поеду. У них есть очень отдельный язык, происхождение которого дебатируется. То есть не знают, откуда, вот, если принадлежит к группе тюркских языков или других. Наверное, из Центральной Азии. Но было бы здорово. неизвестно. Или из Кавказа. Я читал теорию о том, что это близко к старому, как-то аланскому языку, я не знаю. Арийскому, да? Арийский язык. Да. Арий. Алана. Алан язык. Аланский язык. Аланский алан, да. Окей. Осетин. Интересно. Да, сегодняшних осетин, но в принципе это индоевропейский язык тогда, и это совсем не так. То есть баскский язык это совсем отдельный, да, отдельный язык. Не принадлежит никакой известной группе языков. Ваше часто используемое слово на казахском? Керемет. Но мне нравится слово айналайн. Вы слышали? Айналайн, да. Я очень люблю слово. Есть два слова, жаным и айналайн, но почему-то айналайн более роднее, приятнее. И так говорили мои родители, мама, айналайн. Мне очень приятно. Это слово из детства. Понятно. Любимый литературный герой? Тантан, можно сказать? Тантан? Да. Можно? Я могу? Почему? Он очень похожий немного. У нас из-за чего? Прическа. Из-за волосов? Из-за волос, да, из-за отношения к жизни, из-за общения. У меня пока нету Милю пока нету, но я хочу найти такого верного друга, да. Хорошо. Но мне нравится путешествовать, так же, как и там. Я очень любил этот сериал, мультик в детстве, я читал комиксы. Это было приятно, переживать вместе с героем. Это наш... Даже когда начинается музыка вот эта из Тантана, мультика, я бегу в телевизор, включаю громко, но это настолько прям, это из детства, это нужно пережить. Наверное, вы понимаете, это пассион. Супер. Героиня с литературы? Это сложно, я даже не могу сказать. Почему-то у меня не было такого, чтобы я... Нет героини. Героини нет, почему-то у меня не было вообще. Сложный вопрос, потому что я не помню, что вот это кого-то сильно так влюбил. Это первый раз такое, да? Это первый раз такое? Многие на этот вопрос, наверное, попадаются, нет? Что? Многие на таком вопросе попадаются у вас. Все отвечают на такой вопрос. Есть вопросы, есть ответы. Но, может быть, у вас нет героини? У меня вот нет героини, поэтому... Вот, видимо, так. Редкий случай, нет героини сегодня. В конце концов, надо будет умереть, покидать этот мир. Как вы хотели бы умереть? Пока об этом никто не думал, я не думал, но хотел бы найти свое призвание,
выполнить его, Ага. оставить полезный след своим потомкам, человечеству, Да. сделать все возможное, что я могу для людей, общества, Ага, культуры, ага. для семьи, для природы. И я буду благодарен, что я спокойно могу уйти туда. Но я хотел бы жить как можно дольше. Я очень... Большая программа. Большая программа, да, со здоровьем. Но в конце питанием. концов вы хотите вот как можно позже Как можно умереть. позже, да. Это все хотят, да. Ну, качество жизни увеличивается, да. Вот эта программа для того, чтобы отложить. Да, вот биохакинг, да, такой. Да, это было бы здорово. И при этом посмотреть весь мир. Я хочу, перед тем, как умереть, посмотреть все континенты мира, все страны. Ну, поздравляю, если вам получится. Это было бы здорово. Хорошо. В конце концов, ваш девиз личный. Личный девиз. Мой дедушка сказал: жизнь — борьба. Ага. Мне очень понравилось. То есть в плане, что часто в жизни бывают проблемы, неприятные случаи, но при этом нужно оставаться собой и бороться дальше. То, что ты считаешь нужным, что будет считать полезно для себя, для других. Ну, не сдаваться. И это просто девиз, который достался от моего дедушки, который мне сказал, что Жизнь борьба. жизнь — борьба. Да. Продолжай бороться, даже если тебе тяжело. Бороться с несправедливостью, Ага. бороться с проблемами. Хорошо. Так. Я желаю вам еще долго бороться. Спасибо. Ну, пока не приходилось, но тем не менее, я очень рад, что быть стойким, да, вот так вот. Merci. Aujourd'hui, on a parlé avec Bakhtiar et c'était très sympa. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Et bonne continuation à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.